7 декабря средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,20 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,15 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,74 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,20, 65 до 10,10 сомони, 1 евро от 10,74 до 10,68 сомони, 1 российский рубль от 0,1585 до 0,1610 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром немного подрастают после снижения в течение нескольких предыдущих дней. Цена на нефть марки Brent составила $79.58 за баррель, марки WTI $74.42 за баррель. Цена на золото в среду утром стабилизируется около уровня $1780 за тройскую унцию. Инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы США по ставке на следующей неделе. Около 329 тысяч тонн сжиженного газа на сумму более $155,2 миллионов импортировано Таджикистаном в январе-октябре 2022 года. Об этом сообщили в агентстве по статистике при президенте. Поставки по сравнению с этим же периодом 2021 года сократилось по весу на 11,1%, а по стоимости на 11,3%. При этом средняя импортная стоимость 1 тонны сжиженного газа оставалась практически неизменной – $487. Свыше 86,2% данного топлива ввезено из Казахстана, около 8% из Узбекистана, более 5,5% из России и 0,3% из Туркменистана. Выбор казахского сжиженного газа объясняется его сравнительной дешевизной. Средняя стоимость 1 тонны импортированного из Казахстана топлива составила $483, из Узбекистана $505, а России $514, Туркменистана $804. Цена казахского газа по сравнению с аналогичным периодом 2021 года оставалась практически неизменной. Узбекское же топливо подешевело почти на 2%, российское на 17,8%, а туркменское, наоборот, подорожало на 1%. Между тем, ввоз нефтепродуктов за 10 месяцев текущего года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 31% по весу и на 80% по стоимости. В январе-октябре этого года Таджикистан импортировал 645 тысяч тонн нефтепродуктов. Около 90% данной продукции поставляются из России на льготной основе. Розничная стоимость сжиженного газа на автозаправках Таджикистана с начала этого года снизилась на 15,1%, бензин на 10,9%, а цены на дизельное топливо, наоборот, повысились на 16,1%. Делегация Международного валютного фонда планирует сосредоточить внимание на макроэкономических перспективах Таджикистана на 2023 год. Об этом говорилось 5 декабря на встрече председателя Национального банка Таджикистана Хокима Холикзода с делегацией МВФ во главе с Мэтью Гертнером. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Мэтью Гертнер сообщил, что МВФ планирует сосредоточить внимание на макроэкономических перспективах на 2023 год, мерах политики по повышению макроэкономической стабильности и первоочередных реформах, которые необходимы для обеспечения высокого и комплексного среднесрочного экономического роста, говорится в сообщении банка. Он также рассказал о двухстороннем сотрудничестве между МВФ и Таджикистаном и особенно НБТ, и отметил, что в этом году во многих важных сферах страны были достигнуты хорошие экономические показатели. В свою очередь Хоким Холикзод отметил, что Нацбанк Таджикистана продолжит свою политику реформ. Объем финансирования стратегии развития зеленой экономики в Таджикистане на 2023-2037 годы составит 21,6 миллиардов сомони. Об этом было отмечено вчера, 6 декабря, в Душанбе во время совещания на тему развития зеленой экономики в Таджикистане, сообщает об этом Минэкономразвития. Заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Фарход Васидион проинформировал участников совещания, что в Таджикистане 30 сентября этого года была принята вышеназванная стратегия. Целью стратегии является проведение институциональных реформ, обеспечение эффективного использования природного капитала, привлечение инвестиций, внедрение современных и инновационных технологий,
укрепление международного сотрудничества в направлении зеленой экономики. Говоря об объеме финансирования стратегии, было отмечено, что в этом плане инвестиционная поддержка партнеров по развитию и финансовых институтов играет ключевую роль. Нефтяные танкеры, перевозящие миллионы баррелей казахстанской нефти, не могут покинуть Черное море из-за требований Турции предоставить ей гарантии страховок этих судов, пишет 6 декабря агентство Bloomberg. Представитель Анкары требует для прохода проливов Босфор и Дарданеллы письма страховщиков, гарантирующих страховое покрытие в турецких водах. Те же, в свою очередь, не могут предоставить их. Проблема возникнет на фоне новых санкций ЕС в отношении российской нефти. В соответствии с ними с 5 декабря Евросоюз не принимает сырье из Российской Федерации, поставляемое морем, а верхний предел цены на российскую нефть составляет $60 за баррель. В результате, по меньшей мере, 20 танкеров с 18 миллионами баррелей нефти в настоящее время не могут выйти из Черного моря. По информации агентства, 19 из стоящих в очереди судов везут нефть из Казахстана, а на одном танкере находится около 1 миллиона баррелей российской нефти марки «Уралс», предназначенной для Индии. Несмотря на то, что на казахстанскую нефть не распространяются западные санкции, Анкару может беспокоить тот факт, что она вышла из российского порта, отмечается в сообщении.